Вторая часть программы «Мордовский блок новостей». Новости Мордовии за февраль 2019 года комментирует правозащитник Василий Дмитриевич Гусляников. Новость следующая заключается вот в чем. Несколько новостей, которые мы обобщим. 6 февраля правительство Республики Мордовия утвердило госпрограмму развития жилищного строительства и сферы ЖКХ, в которой до 2025 года запланировано увеличение объема жилищного строительства в 1,5 раза. Будет построено почти 2,5 миллиона квадратных метров жилья. Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктор Владимирович Цыганов 22 февраля в столице С рассказал, как будет застраиваться город. Я читал эту статью, да, все микрорайоны. Большая статья. Да, и много планов, и подробно с указанием улиц, и что жилой комплекс юбилейный, все микрорайоны или оканчивают застраиваться, или в будущем будут продолжать застраиваться. У нас ожидается строительство в этом году нескольких детских садов в республике, в том числе на улице Титова достроят детский сад, и еще 6 детских садов, и на них выделят федеральные средства. Потом, Мордовия, одна из первых по выполнению программы переселения граждан из непригодного для проживания жилья. С 2014 года в Мордовии отремонтировано 1116 домов и заменено 162 лифта. На 1 января 2017 года признано аварийным около 71 тысячи жилья. И на 1000 квадратных метров. 1000 квадратных метров жилья. За 9 лет 5,5 миллиардов рублей на расселение более 9,5 тысяч граждан. Цифры, конечно, звучат очень утомительно. Детские сады у нас где появятся? В Тенгушевском поселке Барашево, в райцентрах Большие Березники и Рамаданово, в поселке Комсомольском, в Лямберском селе Пензятки и на улице Тани Бибиной в Саранске. Сейчас, это самая длинная у нас новость. Кроме того, и социальный объект у нас строится. Значит, поликлиника республиканского онкологического диспансера. Это самый необходимый объект. Да. Проблем мы лидируем по онкозаболеваниям в Мордовии в тройку лидеров. Ну вот, до 2021 года нам будут выделять деньги на строительство. Кроме того, детская поликлиника номер 4 по улице Володарского на 500 посещений в смену. Также Владимир Ильич Волков в середине февраля сообщил, что нам на корпус для детской республиканской больницы тоже выделят 2 миллиарда рублей, наверное, из республиканского бюджета. Вот информационное агентство Регнум 21 февраля сообщило, что Мордовия по итогам 2018 года в числе аутсайдеров, как она считает, по объему работ, выполненных в сфере строительства в Приволжском федеральном округе, 19,5 миллиардов рублей. И одно из последних в Приволжском федеральном округе по объему сданного жилья 334 тысячи квадратных метров. Также 25 февраля интернет-газета «Реальное время» опубликовала сравнительную таблицу по Приволжскому округу, и Мордовия по себестоимости третья сверху, то есть очень у нас дорогая себестоимость. Крученкин Николай Андреевич, мемориальный музей, 300 живых участников войны, и на них нужно еще не до конца обеспечили жильем. И в 2019 году 50 ветеранам тоже улучшить жилье. Благоустраивают у нас города в Инсаре и в Краснослободске. Планируют благоустраивать, украшать территорию. И в Краснослободской, в том числе набережные реки Мокши. И заканчиваю. В ТЭЦ-2. Петр Николаевич Тултаев 9 февраля обрадовал, что скоро там будут строиться еще здания, и дорога подведена в поселок. И это будет одной из самых привлекательных для жизни спальных микрорайонов Саранска, поэтому скоро у вас типа раскупят дома, пока не поздно это. Приобретайте новое жилье. И с дорогами тоже, какая у нас будущее. Потом вы всю эту ландшафт охарактеризуете. 17 февраля «Известия Мордовии» сообщили, в селе Тюрево 2 новые улицы появятся. 20 февраля Министерство транспорта России, Министерство строительства Мордовии тоже заключило соглашение до 2024 года. Более 1000 километров автодорог у нас отремонтируют, и 100 километров местных.
А в 2019 году 120 километров региональных отремонтируют, 15 километров местных дорог. И 2 миллиарда на это будет выделено на ремонт региональных, полмиллиарда на ремонт дорог Саранской агломерации, 400 миллионов на завершение строительства. В общем, утомил вас, прокомментируйте. Нет, как вы вообще относитесь к тому, что вот облик Саранска, республики изменяется из больших новостроек, микрорайонов? Как бы вы это оценили, может быть, что-то посоветовали, покритиковали? Что касается облика Саранска, то все приезжие говорят о том, что наш город благоустроен. И это мы сами, жители, видим. На самом деле много чего построено, и дороги в центре отремонтированы. Но это все хорошо, что Москва нам денежки дает, но в то же время мы сейчас лидеры в России по этим долгам. Долги надо возвращать. Часть денег дают безвозвратно, а многие деньги дают в долг. Так и здесь. Я сомневаюсь, что самым привлекательным районом будет ТЭЦ-2, где рядом стоят две большие трубы, из которых идет дым и прочая копоть. Поэтому строить надо в других местах. Ведь поселок ТЭЦ-2 создавался как времянки для работников, которые создавали ТЭЦ-2, чтобы им далеко на работу не ходить. А для проживания гораздо удобнее. Ведь почему сейчас раскупили все земли там в Луховке, Макаровке и строят особняки? Потому что там вдалеке от ТЭЦ-2. Вот. И я думаю, в этом плане и надо работать. То есть это центр города по загрязненности, да? Я думаю, да. А биохимик, Химаш, Биохимик Лисма, лет- они менее грязные? Биохимик лет 30-40 назад был, в общем, можно сказать, злодеем в Саранске. Но после того, когда там поставили очистные хорошие сооружения, запаха даже в городе не стало. А раньше ведь запах был очень сильный. А какой запах был? Ну, трудно его передать, как Горький? жареная кукуруза примерно, вот такое вот. Вот. Ну, а что касается зартученности возле лампового ну, мы еще как раз в период перестройки боролись против этого, чтобы цех этот перенесли, и вообще, в конце концов, его закрыли. Сейчас нашли новые технологии, безртутные лампы, и надо работать в этом направлении. Сколько там будет загрязнения продолжаться, потому что у нас тут большие превышения по ПДК и по ртути, и по выхлопам от автомобилей, автомобильного транспорта. Но мы сейчас говорим про строительство. Я полагаю, что да, мы на самом деле сейчас отстаем в Приволжье по поводу ввода квадратных метров жилья. Но вопрос ведь не в этом, что мы мало вводим, а вопрос в том, что некому покупать. Население. У нас население очень бедное. Для того, чтобы население могло купить эти квадратные метры и улучшить свои жилищные условия, необходимо сделать ставку по кредитам, не как там пытаются на 0,5% снизить, а сделать ее близко к нулевой. То есть я покупаю сейчас квартиру, там, грубо говоря, за 2 миллиона, а потом в течение 10 лет выплачиваю эти 2 миллиона. А у нас ведь как? Если я сейчас квартиру покупаю за 2 миллиона, то я выплачу 3 с лишним миллиона. Это неправильно. А вот эти кредиты беспроцентные под жилье, я думаю, об этом надо думать государству. Где взять деньги, это вопрос другой. Ну, из бюджета, а бюджет у нас и так... Я знаю, где взять деньги, но это идет вразрез тем действиям правительства, которые они предпринимают, накачивая военный бюджет и отбиваясь от того, чтобы вводить прогрессивную шкалу налогообложения. По проценту военного бюджета мы, наверное, на 3-м месте или даже на 1-2 Я знаю, в мире. Это еще по открытым статьям, а там еще есть и закрытые статьи. За расходы заведомо бесполезны. Правильно, еще Я уже говорил ведь статьи. о том, что не нужно нам гонка вооружений, мы ее не осилим, мы надорвемся. Я уже анекдот этот рассказывал в прошлый раз. Про спички, да. Да, стоят два мужика в керосине, у одного 3 спички, у другого 10 спичек. Поэтому достаточно одной спички, и не надо нам дальше гнать новые ракеты и все прочее. А изменение облика города? Облик города у нас меняется в хорошем плане. Надо просто жестче спрашивать с тех исполнителей, которые делают эти дороги. Не так, чтобы сегодня сделали, а на следующий год
снова просят денег На на ремонт. ремонт. Надо жестко ввести не пятилетний там, который срок, а 10-летний срок ответственности. Пусть эти 10 лет за свой счет и восстанавливают. Но с другой стороны, лучше сразу не нарушать технологию, делать полотно шоссейное не плоским, а дугообразным, чтобы вода стекала по обочине, чтобы асфальт не мок, чтобы его мороз не вспучивал из-за того, что лед имеет большой коэффициент линейного расширения, объемного, и поэтому трескается асфальт, и об этом ямы образовываются. На Западе знают, как делать, и у нас знают, поэтому надо делать, как на Западе, соблюдать технологию. А как вам новые жилые микрорайоны, юбилейные? Хорошие микрорайоны, но, к сожалению, они пустуют и будут долго пустовать, пока не будет у населения денег, чтобы купить квартиры в этих микрорайонах. Я говорю еще раз, надо менять политику партии, давать безвозмездные кредиты, в первую очередь молодой семье. Как только семья образовалась, предоставлять хотя бы однокомнатную квартиру и беспроцентный кредит на 10 лет. Это было бы правильно. Тогда бы многие вопросы были решены. Что касается дальнейшего наращивания, я не знаю, здесь надо просчитывать. Не только строить, чтобы они стояли, но чтобы они кипела в них жизнь в этих домах, чтобы они заселялись, а строить то жилье, которое не раскупается, это просто расточительно. Этого делать нельзя. Следующий блок новостей. Называется «Поиск без вести пропавших в Мордовии». 3 февраля прошлого года в Главном управлении МЧС России по Мордовии состоялась презентация Мордовского регионального отделения добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», который занимается поиском без вести пропавших людей с 2010 года. И вот мордовское отделение несколько месяцев первых возглавляла руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск 13 регион» Наталья Клюткина, теперь она по мужу Романчева. Сама она вовлеклась, заинтересовалась этой темой благородное спасение поиска людей из-за того, что у нее у самой пропал родной брат в 2015 году. И в день его рождения, через 2 года безуспешных поисков, она создала поисковую организацию, и ей в кабинет выделили в прошлом году в молодежном центре. И у нее уже более 20 человек, которые вместе с ней ищут пропавших людей на территории Мордовии, потерявшихся в лесах, или людей, плохо себя чувствующих и заблудившихся. Но кроме ее организации продолжает в том числе действовать и региональный отряд «Лиза Алерт» с другими участниками, у которых в том числе 8 декабря прошлого года в бизнес-инкубаторе молодежной на Химаше состоялась встреча, показали фильм о движении, провели обучающие семинары. И в том числе в поселке Лухка девушка Мария Юдина проводила со школьниками, обучала их, школьников 3 класса, как не пропадать, как общаться с незнакомцами. И вот смотрим, какие вот у нас случаи, допустим, в феврале случились. 6 февраля пропала 67-летняя жительница Саранска Мария Александровна Адушкина. Страдает потерей памяти. Вышла на улицу, потерялась, потом ее увидели на камере видеонаблюдения. Мария Александровна Адушкина в Пензятке Лямерского района. 14 февраля вышел из дома и пропал 59-летний житель Саранска Григорий Васильевич Карпунов. Василий Дмитриевич, как вы считаете, насколько важно, чтобы у нас тоже в Мордовии поднималось вот это движение, и люди вовлекались в то, чтобы искать пропавших, потерявшихся людей, земляков? Ну, я думаю, надо сказать очень большое спасибо Наталье Романчевой, которая организовала вот тех людей, которые готовы тратить свое личное время безвозмездно на поиски пропавших людей. Это очень замечательно. Это есть ростки нашего гражданского общества, с помощью которого мы вырастем в нормальное цивилизованное общество.
Надо приветствовать это, и я рад, что таких добровольцев уже там 20, и они занимаются. Вот. Но, с другой стороны, здесь, конечно, и МЧС, и полиция всегда подключаются, если такие случаи случаются. Я был по правозащитным делам вот, в Качкоровском райотделе полиции, и там у них большая карта как раз лесов в Качкоровском районе, там грибников часто ищут, потерявшихся летом. Вот. И то, что, например, вот такие случаи, о которых вы говорите, люди бывают в возрасте, которые потеряли память, они ушли и не могут найти дом или заблудились куда. И такая вот служба у нас появилась добровольцев, это только надо приветствовать. Да. А вот начальник Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы Владимир Иванович Охремкин сказал, что в год примерно от 20 до 40 грибников у нас пропадают. Следующая новость называется «Веротерпимость». В 6 утра, Василий Ильич, значит, 6 февраля в квартире 15 членов протестантской религиозной организации «Свидетели Иеговы» Саранск. Для протокола говорим, что это запрещенная организация на территории России, признанная экстремистской. Так вот, в квартире 15 членов в Саранске, Рамаданово и других районах Мордовии с обысками пришли, так как это очень опасные люди, свидетели Иеговы, поэтому пришли сразу сотрудники УФСБ России по Мордовии, Федерального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России из Москвы, регионального МВД, в силовом сопровождении бойцов спецназа Росгвардии, чтобы уж наверняка спящие люди их не атаковали. И они выполняли решение о том, что организация запрещена, признана экстремистской, деятельность ее как бы должна быть пресечена, а они все равно занимаются, общаются с прохожими, все равно по 10-15 человек вроде бы собираются втихаря, людям на улице проповедуют свою веру. И вот по решению суда от 8 февраля в следственный изолятор на срок до 4 апреля отправлены 3 подозреваемых руководителя, как считают вот следователи: Владимир Андреевич Отряхин, Александр Станиславович Шевчук и Георгий Никулин. Еще в позапрошлом году, 20 апреля 2017 года, вот Верховный суд России признал организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы» в России и входящие в ее структуру 395 местных отделений экстремистскими. Им все запрещено теперь. Организация сама была основана в 1872 году. Во времена нацистского управления и большевистского она репрессировалась. В нацистском, во время нацистской власти, 1933-1945 год, 11 200 в концлагерях, 270 расстреляно. Во времена большевизма, с конца 20-х годов их начали репрессировать, их ссылали. В 49 и 51 году массово. 1-2 апреля 51 года прошла операция МГБ СССР «Север», называется. 8,5 тысяч были депортированы в Томскую и Иркутскую области. Сегодня деятельность свидетелей Иеговы запрещена в Китае, Северной Корее, Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Саудовской Аравии, Иране, Ираке и других коммунистических и исламских стран. Всего в мире 8 миллионов верующих свидетелей Иеговы. В России около 170 тысяч. Кроме Мордовии, вот эти повальные аресты прошлись по Крыму, Ханты-Мансийскому автономному округу, Камчатскому краю, Приморье, Кемеровская область, Орловская и другие регионы. А на этом фоне у нас 22 февраля исполнилось 35 лет монашеского пострига, а 19 марта 5 лет служения в Мордовии митрополита Саранского и Мордовского Русской Православной Церкви Московского Патриархата Зиновия в миру Анатолий Алексеевич Корзинкин. Вот и я хотел вас спросить, Василий Ильич, насколько важно для общества, чтобы у нас поддерживалась веротерпимость и даже чтобы существовали все религии, конфессии, которые существуют в мире, и жители Мордовии могли их исповедовать по желанию, если они не мешают друг другу, не применяют друг другу насилие. Насколько это важно и как вы относитесь вот к такому устранению одного из конкурентов конфессии? Ну, я сразу скажу, что в этом выражении о том, что религия есть опиум народа, я согласен с основоположником нашего государства Владимиром Ильичем Лениным. Но с другой стороны, я участвовал сам в разработке последней редакции Конституции
93 года, и там есть глава по поводу веротерпимости. Каждый волен исповедовать ту или иную религию или не исповедовать никакую. Поэтому я отношусь к этому терпимо. Кто хочет, на здоровье пусть исповедует. Но, как вы здесь зачитали о том, что есть решение Верховного суда о запрете этой организации, я не читал, правда, в чем ее обвиняют и почему ее запретили. Значит, здесь какие-то есть те нарушения, которые не вписываются в нашу Конституцию, которая разрешает. С другой стороны, я всегда слышал о том, что это люди сами по себе, ведущие образ жизни порядочный, не пьющие, не дебоширы. То, что они там собираются, ну, на здоровье. Но здесь, раз Верховный суд принял решение о запрете, значит, оно должно выполняться. Кто не выполняет, тот, естественно, подпадает под судебные решения, то ли это уголовный, то ли это административный суд, я не знаю, там какие вынесут решения. Вот. Ну, полагаю, что силовыми приемами все равно не запретишь людям собираться, что-то обсуждать и так далее. Поэтому здесь, я думаю, Конституция главнее всех, надо соблюдать Конституцию. А если они нарушают Конституцию, и суд Верховный принял решение об их запрете, ну, значит, так оно и есть. Я не знаком, говорю еще раз, с решением этого Верховного суда. Следующий блок новостей называется «Политическая толерантность». 3 февраля вообще у нас в феврале прошло очень много мероприятий политических. 3 февраля Родительское всероссийское сопротивление, организация в защиту семьи, провела серию одиночных пикетов в знак протеста против повышения пенсионного возраста. 7 февраля и вот 13 февраля Мордовское отделение КПРФ и молодежное как бы комсомол КПРФ Мордовии провели тоже множество, около 15 пикетов одиночных, в которых, ну, как всегда, плакаты они яркие. Руки прочь от КПРФ, Путин президент богатых олигархов и так далее. Дерипаски досталось, заводы и ГЭС народу. Судебные иски не заставят нас молчать. Очень эмоционально. 10 февраля сетевое движение «Открытая Россия», тоже оговоримся, что запрещенное на территории России или нежелательное, провела на Театральной площади санкционированный пикет в поддержку ростовской активистки Анастасии Шевченко, которая находится под домашним арестом по обвинению в участии в нежелательной организации, как раз вот Михаила Борисовича Ходорковского. 6 человек у них участвовало, они стояли с плакатами, в том числе и выступили, поддержали, как бы высказались в пользу того, что арестованных членов свидетелей Иеговы, запрещенной организации, с их точки зрения несправедливо арестовали. 15 февраля на улице Советской у памятника воинам-интернационалистам состоялся митинг, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Приняли участие ветераны, юноармейцы, матери, вдовы, активисты Общероссийского народного фронта. 23 февраля 2 мероприятия прошло. Мордовское отделение ЛДПР на Театральной площади митинг, как бы посвященный Дню защитника Отечества. И в Евасе сотрудники УФСИН Мордовии, ветераны уголовно-исполнительной системы, они сделали митинг, организовали около памятника сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Вот выступали представители ветеранского сообщества УФСИН Мордовии и иеромонах Тихон Федяшкин, помощник начальника УФСИН России по организации работы с верующими. Как вы считаете, насколько важна теперь у нас политическая толерантность, насколько без нее не может обходиться развитое общество для того, чтобы она знала разные точки зрения и выбирала для себя наиболее подходящую? Ну, вы правильно говорите. Для того, чтобы общество развивалось, необходимо обсуждать разные точки зрения и выбирать наиболее приемлемые. Какими будут являться та или иная точка зрения, это есть как раз референдум. Вот мы можем сейчас посмотреть. В телевидении каждый день обсуждается вопрос выхода Великобритании из Европейского сообщества. Там провели референдум. Примерно было пополам на пополам. Там буквально небольшое
преимущество у тех, кто сказал, мы за то, чтобы выходить из европейского сообщества. Что это будет в результате этого с экономической точки зрения, посмотрим, потому что проблемы могут возникнуть. Уже многие конторы побежали из Лондона в Люксембург, где, можно сказать, там рай налоговый, и поэтому Великобритания может экономически очень проиграть, пострадать, но мы будем смотреть, что из этого получится. А вы сами организовывали множество политических мероприятий. Какие вы советы могли дать тем, кто организовывает и участвует в политических мероприятиях в Саранске? Нет, я их организовывал совсем в другое время. Во-первых, в СССР еще, когда мы выходили на митинги, и власть пыталась нам противостоять, то она могла собрать там всего взвод военнослужащих. У нас нету войск, плюс милиция. А митинг, я говорю, у нас был 30-тысячный, поэтому власть не решалась противостоять таким образом силовым, а просто начала тогда штрафовать, в том числе и незаконно, депутатов, штрафовать организаторов этих митингов, что является незаконным. Что касается современного демократического общества, то, я думаю, вообще ничего нельзя запрещать. Только то насилие, которое происходит под рамкой демократии, надо пресекать и запрещать. Вот я, например, могу понять там движение этих оранжевых жилетов в Париже, но когда они начинают бить витрины, грабить магазины... Это единицы, там несколько сот человек. Нет, а я смотрю, десятки там тысяч не выходят. единицы, там много их таких. Около 200 человек таких провокаторов. Тут полиция должна действовать жестко, невзирая на те вопли, которые там будут говорить о том, что вот незаконно там избивают демонстрантов. Если ты мирный без оружия, ты имеешь право. Но если ты проявляешь насилие, ты получи сам в ответ, вплоть до уголовного суда и все прочее, и штрафы, и срок, и все такое. Что касается нашей страны, у нас никакой политической жизни уже много лет нет. Я говорю, у нас была демократия несколько лет, так называемая перестройка, и небольшое время постперестроечное. А уже после 1993 года номенклатура, которая плавно перетекла из кабинетов коммунистических в кабинеты ельцинские сначала, а потом путинские, так она решает в основном свои проблемы. И говорить о том, что у нас какая-то политическая жизнь есть, нет у нас никакой политической жизни. И те одиночные пикеты, которые, они ни о чем не говорят. Есть у нас несколько партий, которые заседают в парламенте. Был проведен социологический опрос в прошлом году, когда вопрос решался о том, что поднять пенсионный возраст. 80 с лишним процентов населения были против. Но это понятно, почему против. Потому что власть просто грабит население. Каждый человек теряет более 1 миллиона рублей за счет того, что он уходит на 5 лет после на пенсию. Это неправильно. Деньги в стране есть, их надо взять. И я даже знаю, где их взять. Необходимо обязательно вводить не плоскую шкалу, а прогрессивную шкалу налогообложения. Но ни в одной стране нет такого, чтобы человек, который миллиард заработал, платил 13%. Василий Ильич, но он все равно человек, платящий 13% от миллиона и от 1000 рублей, человек от миллиона платит больше. Правильно. А если еще больше, просто мы, люди, во-первых, уходить в тень, во-вторых, менять гражданство. В тень. Для этого есть у нас службы, которые выведут любого из тени. Когда в начале 2000-х введена была вот эта плоская шкала 13%, кстати, по идее, Явлинский продвигал, я считаю, это правильно, сразу собираемость повысилась. Я говорю, что это красная пропаганда. Те люди, которые не могут организовать сбор налогов, должны завтра же уйти на пенсию или в отставку. Найдутся люди, которые соберут эти налоги.
Как их собирают? В тех же Нидерландах 50%. Но даже в тех странах закономерность соблюдается, что чем выше ставка, тем меньше собираемость. Но не может, например, зарплата быть меньше прожиточного минимума. Это я согласен. Так Но с этого надо танцевать. Во-первых, надо установить минимальную зарплату, равную 2 прожиточным. Потому что человек работающий имеет ребенка, на него и тоже надо прожиточный минимум. Отсюда все и начинается. Во-первых, я считаю, что в стране необходимо ввести единую тарифную сетку. Что это означает? Это означает, что во всех государственных, во всех муниципальных предприятиях, во всех предприятиях, где контрольный пакет у государства, не может быть максимальная зарплата больше, чем, например, в 8 раз, чем минимальная. Ну, грубо говоря, если хочет директор получать 160 тысяч рублей в месяц, пусть у него дворник, уборщица получают 20 тысяч. это вы для государственных организаций? Да. Мы не можем частникам рассказать, как они должны жить. На это он и частник. Он сколько заработает, все его. Почему я и говорю, у меня нет претензий к Абрамовичу. Абрамович – это частная организация. Сколько он заработает, столько на здоровье. Но необходимо сделать закон, чтобы разумное возрастание налога было у тех, кто зарабатывает много. Это во всем мире с успехом применяется. Кого надо из тени, можно запросто вывести, но делать так, чтобы человек, который работает дворником, получал меньше прожиточного, а чем он будет кормить своего ребенка? Это самый главный вопрос, и никто на него не дает ответ. А если вернуться к вашим советам, к тем жителям Мордовии, которые вдруг захотели поучаствовать в каком-то политическом мероприятии или организовать его, какой бы вы совет вот этим новичкам могли дать, чтобы не нарушить закон, чтобы не попасть под провокаторов, чтобы не А у нас никакой нельзя дать совет. Я же рассказывал в той передаче, что 31 числа каждого месяца мои друзья в Москве выходили на митинг в борьбе за 31-ю статью Конституции. Но это было несанкционированное мероприятие, скорее всего. Они не могут их не санкционировать. У нас в Конституции написано, что имеют право собираться. И порядок заявительный. Я сказал властям, что я приду, значит, я приду. Это как свидетели Иеговы, тоже по Конституции. Кто-то может считать, что я нельзя. Я не читал там, в чем их обвиняют такое и решение. какие-то. И тут тоже практика судебная и административная, что если не санкционировано, будут вставлять палки в колеса, поэтому приходится идти на уступки. Еще раз говорю, нет такого слова «не санкционировано». У нас уже все санкционировано Конституцией. Поэтому те люди, которые выходят на одиночный пикет, им вообще не надо никому ничего заявлять. Он выходит на одиночный пикет, и все, и его не имеет права забирать. То, что часто его забирают путем провокации, там подсоединяется второй провокатор, и это уже считается не одиночный пикет, их обоих забирают, провокатора отпускают, да. А этого прессуют. Это неправильно. Поэтому проводить там митинги или что-то, если бы оппозиционные партии, которые называют себя и Жириновский, и Зюганов, захотели бы, они могли бы поднять, у них ведь много избирателей, миллионы. Достаточно было бы выйти в Москве на Манежную площадь 1 миллиону человек, и закон о повышении пенсий бы не был принят. А поскольку власть пообещала, что да, будет проведен референдум, немножко они волну сбили, а потом и референдум отменили, и ни Жириновский, ни Зюганов ни о чем не говорили. Да, Поэтому говорить вся власть советом не надо. Мы уже всю власть советов ели 70 лет, дошли до того, что в конце 90-х выдавали макароны по талонам. И последняя наша новость, она традиционно, ее смысл в том, что брать
для Мордовии примеры из других стран и с помощью комментария нашего гостя. Вот Василий Дмитриевич. Называется так: «Конкуренция на выборах в президенты Украины». 31 марта состоятся президентские выборы на Украине. Скорее всего, они пройдут в 2 тура, так как высокая там конкуренция. Наибольший шанс победить Юлия Владимировна Тимошенко, Петр Алексеевич Порошенко, Владимир Александрович Зеленский, если по рейтингу смотреть. Меньшую возможность выиграть, согласно тоже вот опросам, имеют Анатолий Степанович Гриценко, Смешко, Бойко, Лешко. Как вы считаете, вот у нас передача на Мордовию зациклена, чтобы брать не сразу всю планету. Вот если брать региональный уровень политики, как вы считаете, если проходят выборы губернатора, полезно ли, чтобы была очень сильная конкуренция? И когда мы видим сейчас в феврале, сейчас уже март, до сих пор в Украине не знают, кто будет победитель, и более-менее равные условия. Ну, хотя тоже кто-то там, Порошенко тоже запрещает доступ, но все равно в целом, если сравнить с Россией, с Мордовией, у них более высокая конкуренция. Как вы считаете, не стоит ли нам, жителям Мордовии, тоже сделать, чтобы у нас тоже была высокая конкуренция на выборах губернатора и парламента Мордовии? Ну, у меня здесь двоякое мнение. Во-первых, никому у нас в Республике Мордовия не нужна конкуренция, никому не нужны демократические выборы, потому что, не дай бог, какой-нибудь появится новый Гуслянников, который победит на выборах. Поэтому у нас уже 20, сколько, почти 30 лет все под контролем, 27 лет все под контролем, и так оно и будет продолжаться. До тех пор, пока не изменится ситуация круто, а измениться она может в любой момент. Что касается Украины, я давно сказал еще, что Украина будет впереди нас, если не через 10 лет, то через 20 точно. Почему? Потому что там есть демократия. В чем она заключается? Вот у меня тут товарищ приходит и говорит: это в какой стране действующий президент на выборах может занять 4-е место? Я отвечаю ему: да, только в демократической стране. Вы помните, когда Ющенко баллотировался на второй срок, то он занял только 4-е место. Черчилль тоже проиграл, победитель в войне. Да, это настоящая демократия. Что народ хочет, то он и выбирает. Если человек, выбранный им, плохо работает, на следующий раз они его не выберут. Так же случилось с Ющенко. Какие там причины, я не вникал точно, но это есть демократия. То, что сейчас на Украине там 30 с лишним кандидатов, ну, это, можно сказать, отрыжка демократии. Это как у нас. Сначала запрещали все партии оппозиционные. Для того, чтобы создать партию, надо было иметь много миллионов, потому что там численность должна была там 100 тысяч, по-моему, и все такое, что было нереально. А потом они сделали так, что там 100 человек могут создать партию. И этим самым вот сделали такую же ситуацию. А избирательные блоки абсурдной. запретили. Да, это неправильно. Но все это с течением времени утрясется. Что касается Украины, я с удовольствием смотрю фильм, который сделал лидер украинской гонки президентской. 26 серий выпустил он фильм, у меня друг скачал, и я смотрю с большим удовольствием. Фильм о том, как рядовой украинец, школьный учитель становится президентом. Зеленский, да? Зеленский. Да. Он сам сделал Как называется этот сериал? Я вот смотрю, здесь он у меня Да, я есть забыл в компьютере. тоже. Ага. Вот. И замечательный фильм. И я думаю, если бы его показали по нашему телевидению, народ бы смотрел, не отрываясь, как в свое время смотрел «Белое солнце пустыни» или «17 мгновений весны». Замечательный фильм. Он показывает именно то, что бывает при демократии. Как будут события развиваться в Украине, трудно сказать. Почему? Потому что Порошенко проигрывать нельзя. Он теряет власть, у него там бизнес завязан на власть, он человек не бедный. Но с другой стороны,
давление Запада, которое требует демократических процедур, оно может сказаться и может победить и та же Тимошенко, и тот же Зеленский. Мы посмотрим на это с большим удовольствием. Мне не нравится только то, что Порошенко запретил представителям России участвовать в контроле над выборами. Хотя на предыдущих выборах многие мои друзья приезжали туда, не было запрета. Не государственные делегации, а именно правозащитники ездили туда и контролировали ход выборов, и они говорят, что выборы были довольно демократические. Каким образом будет совершаться подлог на этих выборах, я не знаю. Рычагов там много, использования административного ресурса, даже в современном украинском обществе. Они, видите ли, запрещают голосовать тем украинцам, которые находятся на территории России. Если они и сделают там, то 2 избирательных участка, один в Питере, другой в Москве, а у нас несколько миллионов работают украинцев в нашей стране, которые имеют право выбора. Вот. Поэтому проводить параллели здесь с Мордовией совершенно невозможно, потому что, я говорю, если у нас будут демократические выборы, то, естественно, у нас власть, она сразу сменится. Никому не нравится такая власть, когда одни жируют и получают 3 миллиона в день, а другие в месяц меньше прожиточного минимума зарплату. Такая власть никому не нравится. Если бы у нас были демократические выборы, без подтасовок, без административного давления, то у нас, естественно, власть бы давно сменилась. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что в нашей программе «Мордовский блок новостей» новости Мордовии за февраль 2019 года комментировал правозащитник Василий Дмитриевич Гуслянников. Спасибо вам большое. Спасибо.